здоровья. Шагане, ты моя Шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане, ты моя Шагане. Я впервые, наверное, в 9 классе я записал себя на аудиомагнитофон и послушал. И мне очень не понравилось, как я звучу, как мой голос звучит. Потому что я с севера, что ли, что луна там огромнее в 100 раз. Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий, потому что с севера, что ли. То есть я переписывал, слушал, переписывал, слушал, переписывал, опять слушал. В таком процессе как бы нашел варианты, аспекты, которые мне нравятся в моем голосе и которые отражаются в звукозаписи. Научился их как бы увеличивать, масштабировать этот эффект. Вот оказалось, что это не только мне нравится. Язык поэзии, язык литературы, он всегда немного ограничен тем, что можно сказать словами, и тем, что можно сказать между слов, между строк. Музыка устроена совершенно по-другому. Музыкой зачастую можно выразить то, что вообще нельзя сказать словами. Небо, здравствуй, осень. Не спросить, не бросить. Сединой заносит свежие поля. Ходишь такой, смотришь пальцем на них, на некоторых показываешь, что вот они там ходят, селфятся. А в какой-то момент осознаешь, что тебе уже самому надо также селфи делать, также следить за своей медийностью и вообще продумывать свой персонаж с точки зрения восприятия тебя другими людьми. И вот в этот момент ловишь кучу всяких нелепостей в своем персонаже, который вот текущий, которого люди сейчас видят. Это очень иногда удручает, иногда думаешь: о, Господи, кто этот человек? Зачем он это делает? Мы играем музыку для того, чтобы тем, кто нас слушает, становилось немножко лучше, немножко легче, чтобы те, кто нас слушает, становились счастливее. В общем-то, это про счастье, про радость, про то, что можно эту радость обрести через созерцание или через аудиализацию, потому что слушание — это же тоже созерцание. Иногда эти мелодии, они навеиваются природой, которую ты видел.
людьми, с которыми общался, там, может быть, фильмы, которые посмотрел. Иногда это чувство, оно как бы накоплено подсознательно в тебе. Ты ходишь и подсознательно его испытываешь, оно всяко разное из тебя пытается вырваться. Вот у нас тут в Удмуртии имеет место быть такая угрюмость. И это чувство, оно накапливается в людях. Мы можем видеть его, когда выходим буквально на улицу, смотрим, там, садимся в транспорте, такие угрюмые, унылые. Вот. И как в противовес этому чувству возникает жажда противоположного, радости, раскрытия потенциала какого-то, жажда свободы, скажем так. Хочется отвлечься от этого чувства и стремишься что-то делать. В этот момент стремишься что-то делать. И как бы находя себя в не лучших чувствах, понимаешь, что лучшее, что ты можешь сделать против этого всего, взять в руки гитару. Ты на секунду задержись, постой. Подожди, дай хоть раз заговорить с тобой. Не молчи, не бей так сразу, это вечная боль. Не молчи, дай хоть раз заговорить с тобой. Лети рядом со мною, яркой звездою, чистой волною, светлой душою. У меня вот есть концептуально разные тексты. Они в основном-то про взаимоотношения с женщинами, с девушками в разные периоды моей жизни, как бы как я это переживал. И кажется, что, ну, то есть вот была любовь там. У меня была, у нее не было. Получилась песня как бы об этом. Потом была любовь, прошла. Значит, я переживал, она нет. А может, она тоже переживала, но я об этом не знал. Получилась песня. Очень интересно тоже получается. Вот. Особо, ну, обычно тебя гложет что-то изнутри. Оно напирает. И я говорю, требует действовать. А единственное, что можешь, это там или мелодию какую-то пропеть, или прокричать даже эту мелодию. Вот в этот самый пик испытывания этой эмоции. И мне кажется, так вот и рождается музыка. Для этого она и нужна. Я держался с тобой, счастье. Я держался с тобой, счастье. Руку не отпускай, я тебя молю. Как сказала одна наша слушательница, сейчас есть очень сильный запрос на чистоту. Вообще в мировой музыке не хватает чистоты. Музыка очень коммерциализирована, музыка очень стандартизирована, и в музыке очень мало остается места чему-то чистому, чему-то искреннему. Она увидела и услышала в нашей музыке именно вот эту чистоту. Это очень приятно, и с другой стороны, это налагает определенные на нас обязательства соответствовать этому образу. Я буду очень рад, если мы сможем ему соответствовать. Носи перстенек, пока виден издалека, потом другой подвернется, а надоест носить будет
нет что уронить ночью на дно колодца. Ах, у других мужья перстеньки из рыжья, серьги из перламутра, а у меня слеза жидкая бирюза просыхает под утро, просыхает под утро, просыхает под утро. Мы понимали реально по результатам концертов проведенных, да, что музыка хорошая, что она слушателю нравится. Но мы не понимали, как бы, почему не происходит вот как это, становление нас как артистов. Вот. То есть мы отыграли концерт, другой, третий, десятый, как бы люди все понимают, что музыка хорошая, а мы дальше не развиваемся. Дальше развития нету. Мы стали думать, что качество репертуара низкое. Мне на тот момент казалось нашей вообще такой козырной фишкой, что мы из разных культур. Он вот вырос в академическом сообществе, я вырос в такой интуитивно, спонтанно, шаманской такой около, ну, очень такой андеграундной тусовки. А когда вот мы в первый раз встретились, мне казалось, что вот этот человек прямо четко знает все. И чтобы ему придумать какие-то мелодии, он там вспоминает, значит, различные свои уроки, быстро находит доступ к ним в своей памяти там и быстро их выдает. Перфекционизм – это то, чем я занимался практически всю жизнь. И мы познакомились с Мишей, начали вместе работать, и мы перфекционировали. Мы сочиняли музыку, мы ее шлифовали. Практически годы у нас на эту шлифовку уходили. То есть за год мы сделали одну композицию, которую так и не записали. И вдруг появился в нашей жизни Никита Гришков, который стал, в сущности, нашим продюсером. Для меня продюсер – это, конечно, человек, который в первую очередь принимает решения. То есть это такой человек, который усилием воли, что ли, способен заставить музыкантов резко взять и сделать. Или, более того, взять и доделать. Что и получилось именно в этом проекте, когда мною уже была поставлена цель записать альбом за 2 месяца. Вот. Ну и, соответственно, мы его записали, 28 августа альбом вышел. То есть тут я сработал и как исполнительный продюсер, да, я следил за сроками и за организацией процесса. И в то же время с творческой точки зрения, как продюсер, тоже себя проявил, работающий именно с музыкальным материалом. То есть я предложил музыкантам собираться на отдельные аранжировочные сессии. То есть не так, как это бывает обычно, когда музыканты пришли в студию и ни о чем не задумавшись, ни о чем не договорившись, сразу бросаются записываться. Вот просто из головы. Это регулярная ситуация в Ижевске, я никак не могу ее переломить до того, чтобы музыканты до записи хотя бы приехали просто пообщаться. Вот с них даже деньги не берут, а они не приезжают. Тут у меня это получилось. На 2 минуты можем мы позволить себе... Михаил, спасибо. На 2 минуты можем мы себе позволить одну часть, где гармония более или менее быстро будет меняться? Можно, да. Мне кажется, что надо сделать.
Да, то есть давайте. Да, наверное, в одной из них, то есть не в начале. Но соло, наверное, тебе интереснее будет играть на нарочную гармонию? Точно так же, как я начинаю творческий процесс, да, я точно так же его и заканчиваю. То есть после того, как музыканты записали все, что они могли себе придумать, да, все, что вот они просто могли вложить в эту песню, я слушаю, ищу в ней какие-то места, которые могут мне показаться слабыми. Обычно беру клавиши и дописываю все, что посчитаю нужным. Вот. Это не так заметно конечному слушателю, я стараюсь вот эту сторону своего вклада не выпячивать, но если кто-то при 10-20 прослушивании вдруг что-то заметит, мне было бы, конечно, приятно. Вот эту унисонную часть, когда все инструменты играют вместе. Мне вообще очень нравится традиция делать подобные штуки в музыке. И как бы от себя я тоже хотел что-то сюда привнести. И тут были добавлены инструменты, которых в музыке Северной Мили вообще не ожидаешь услышать. Это пианино, абсолютно утилитарно сыгранное, которое добавляет музыке немножко движения вперед на самом деле. И для того, чтобы создать немножко больше, сделать ее более какой-то основательный, дать более сложный тембр, я записал синтезатор. Я думаю, что для синтезаторов в музыке Северной Мили когда-нибудь тоже найдется какое-то пространство. И в сумме оно звучит... Контрабас вообще это инструмент изначально академический, он используется в симфонических оркестрах и также используется в джазе. То есть тут пальцы почти до мозолей стираются, когда ты начинаешь учиться играть вот таким образом. Ты прям нарабатываешь такие страусиные мозоли. Ну, я не могу сказать, что я бросил джаз. То есть то, что я делаю в Северной Миле, это скорее такая эволюция. Это может выглядеть как небольшой такой музыкальный дауншифтинг, да, что вот, чувак, ты занимался джазом, ты играл такую как бы сложную элитарную музыку, и вдруг ты берешь, начинаешь играть вообще там инди-фолк, да. История с инди-фолк – это моя придумка. Очень часто спрашивают, а почему инди-фолк? Ведь это вроде как музыка не народная, в смысле не имеющая корней в музыке этнической. И на это ответ, что под народностью как бы, да, понимается не этническая сторона музыки, а то, что эта музыка простая и близкая обычному человеку. Для нее как бы не нужно иметь каких-то больших познаний, чтобы эту музыку понимать. У нее очень низкий порог вхождения, и при этом это не делает ее хуже. Я уже лет 8 делаю контрабасы. Вот этот инструмент моей работы. И его я сделал для Никиты. Мы с Никитой так и познакомились. Он пришел ко мне учиться играть на контрабасе. И пришел сделать заказ на инструмент. У меня были мысли нанимать людей, делать какой-то конвейер, чтобы у меня было там 5-6 инструментов в месяц, чтобы был поток, чтобы были объемы. Потом я решил, что когда у тебя конвейер, когда у тебя поток, к твоим инструментам больше применимо слово «изделие». Когда у тебя не поток, когда ты один, когда вот так вот долго работа происходит, это больше похоже на произведение искусства, на картину, на скульптуру.
Поэтому я больше к себе отношусь не как к промышленнику, а как к художнику, если угодно. Но вот мне очень интересен аспект как бы пересечения визуальной и аудиальной плоскости. Когда я взаимодействую с танцором, я вижу визуальную часть музыки. А когда он со мной взаимодействует, он слышит аудиальную часть вопроса. Вот. А когда мы взаимодействуем, мы как бы встречаемся. То есть он использует... То есть у нас получается диалог как бы из разных плоскостей. То есть типа это как будто, не знаю, может быть, сравнить, как если бы глухой мог что-то слепому рассказать. Вот такой интерфейс возникает интересный. Очень явная работа с формой произведения, потому что это та часть общая, в которой мы пересекаемся, как музыкант и танцор. Потому что мы оба, и музыкант, и танцор, смотрим на форму. Где начало, где вступление, где какие... Там есть специфические такие знаки, которые мы обозначаем. Они могут обозначить движением тела, а мы можем обозначить, допустим... Кто автор музыки? Паганини или Страдивари? Я считаю, что, занимаясь вот этим ремеслом, я в сущности занимаюсь музыкой. Я становлюсь таким же автором музыки, ну или, по крайней мере, соавтором. Как и композитор, как и исполнитель. Я уже овладел профессией фрезеровщика, маляра, шлифовщика, подготовщика к покраске. Прям целый вагон профессий. Возникло как бы какое-то количество путей для развития коллектива, которые сейчас можно проработать. Потому я думаю, что как бы обещать слушателям, что они услышат от Северной Мили в будущем, не очень разумно, потому что мы, правда, не знаем, по какое из направлений окажется центральным. В целом, я думаю, что у этой музыки есть большой потенциал быть любимой большим количеством людей. И у музыкантов есть потенциал вырасти до того уровня, на котором их музыку можно будет найти, в принципе, в любом плейлисте. А вот мы там останавливаемся в одном месте, это должно быть? Да, это так и должно быть. Там пауза, прям вот постоять так красиво. Монтируется красиво, постоять. Так же медленно? Давай еще раз, да, так же медленно. Можно просто, наверное, на счет начать просто. Давай. Сразу с танца. Я счет дам и начну. Давай. Раз, два, три, четыре.